6 августа в Русской Православной Церкви отмечается память двух сыновей равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, Бориса и Глеба. Мы вспоминаем их страстотерпческий подвиг. Борис и Глеб не оказали сопротивления своему убийце, единокровному брату по имени Святополк. Святополк Окаянный, с таким именем этот человек вошел в русскую летопись. Вскоре после смерти князя Владимира Святополк расправился сначала с Борисом, а потом с Глебом. И после этой расправы занял Киевский стол, стал на какое-то время великим киевским князем. Ну, казалось бы, обыкновенное дело в средневековом мире. Междоусобная борьба. Как часто братья убивали друг друга в борьбе за власть. Но вот ведь что удивительно. Память о подвиге Бориса и Глеба, которые безропотно приняли смерть, оставалась живой на протяжении многих столетий. Подвиг Бориса и Глеба поразил современников. Мы читаем не только в летописных источниках упоминания об их страстотерпческом подвиге. И Нестор Летописец, и монах Иаков, другие авторы литературных произведений Древней Руси сочли необходимым обратить внимание на это происшествие. В чем же тут дело? А дело в том, что Борис и Глеб, а к слову, это первые канонизированные святые Русской Православной Церкви, обратили внимание недавно покрестившегося народа, христианского общества, на то, что есть совсем другие ценности, ради которых следует жить христианину. Ценности, которые радикально отличаются от ценностей языческого мира. Ведь в языческом мире все борются за власть, за материальное благополучие. А здесь Борис и Глеб явили своим подвигом, что главное для них – это служение Христу, и главное для них быть готовым принести в жертву себя ради мира и спокойствия своей земли. Они не оказали сопротивления, хотя могли это сделать. И верная дружина уговаривает и Бориса, и Глеба, чтобы они с оружием выступили против Святополка. Но те принимают безропотно смерть, не желая проливать кровь своих подданных. И вот народ, крещенный народ, оценил их подвиг. Имена Бориса и Глеба на протяжении тысячелетия почитаются на Святой Руси. И их пример князей, которые готовы были себя отдать в жертву, себя принести в жертву, а не стремились к тому, чтобы подчинять и реализовывать свои властные амбиции. Их пример вдохновлял очень многих государственных деятелей в восточной православной славянской цивилизации. Достаточно вспомнить, что история православной Руси начинается страстотерпческим подвигом Бориса и Глеба, а завершается точно таким же подвигом последней семьи страстотерпца, государя-императора Николая II, который не слабость проявил, который силу проявил, силу духа, смирение, любовь к Богу, когда безропотно принял смерть со своей семьей от рук палачей. Поэтому и его имя так же, как имя Бориса и Глеба, почитается среди православного народа.